Добрый вечер, дорогие телезрители. Напомню вам, что на Страстную Седмицу за неделю до Пасхи в Израиль поехала паломническая группа из Абхазии, православные христиане в составе 50 человек. И я с ними, журналист абхазского телевидения, была тоже участником этих событий. За 12 дней, проведенных на Святой Земле, паломники побывали в разных городах, посетили многие святые места, поучаствовали в богослужениях, исповедовались, причащались, были свидетелями схождения благодатного огня в храме гроба Господня. И что самое главное, одна часть наших паломников 30 апреля приехала в Абхазию с благодатным огнем, и жители Абхазии имели возможность все в свои дома занести благодатный огонь. Вот сегодня в этой студии мы собрались участники паломнической группы. Конечно, здесь не все, нас было около 50, здесь нас всего 10 человек, и самое главное, нашей мужской группы нет, но мы постараемся своими историями восполнить этот пробел. Очень многие после поездки спрашивали меня, ну кто явился организатором вот такого благого дела. И мы должны, конечно, их назвать. Председатель Духовно-нравственного фонда Симона Канонита и Евстафия Псильского, Рауф Харазия и Ливан Адлиба. Это ребята, которые сделали просто колоссальный труд. Они организовали эту поездку, а она была очень серьезная. Мы везли с собой 3 иконы, причем 2 средние, а одна была почти 1,5 метра. Прошли 2 границы, что было крайне сложно, и все же мы сделали это, что называется. Я предлагаю, прежде чем мы начнем вот сейчас беседовать, посмотреть первый сюжет вот о пребывании группы в Израиле. Пожалуйста, вот режиссер наш, если можно, покажите нам первый сюжет. Абхазские паломники во второй день пребывания на Святой Земле присутствовали на божественной литургии в Вифании, в монастыре Святого Лазаря. Храм стоит на месте встречи Христа и Марии, которая, горестно плача, сообщила Спасителю, что ее брат Лазарь умер и уже 4-й день лежит в гробнице. Иисус утешил ее, сказав: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Иисус воскресил Лазаря к большой радости сестер и близких. И это чудо воскресения вот уже 2 тысячелетия празднует православная церковь. Богослужение вел иерусалимский патриарх Феофил III. Служба звучала на греческом, латинском, арабском и русском языках. Паломники из Абхазии исповедались и причастились. Затем вся процессия направилась к гробнице святого Лазаря. Православные христиане крестным ходом зашли на гору, где когда-то в гробнице лежал Лазарь. Абхазские паломники спустились в гробницу глубоко под землей и попросили у святого Лазаря молитв перед Спасителем. Православное население Иерусалима накануне вербного воскресения собралось на площадке греческого монастыря. Народ пришел в праздничных одеждах, держа в руках кресты и пальмовые ветви. Затем процессия обогнула Масличную гору. Каждый народ пел свои песнопения, и все сливалось в одну большую православную молитву. Абхазская делегация пела «Три святое» на родном языке. Постепенно процессия вышла на знаменитую Виа Долороса – скорбный путь Христа. Остановки делались на знаковых местах. Дом Пресвятой Богородицы, комната, где она родилась и где жили ее родители Иоаким и Анна. Следующая остановка – темница Христа, куда его заточили до распятия. Вечером в субботу в храме гроба Господня прошла божественная литургия, в которой принял участие абхазский священник отец Далмат и абхазские паломники.
Служба началась в полночь и закончилась в 4 часа утра. Песнопения исполнялись на 3 языках – греческом, сербском и русском. В конце богослужения несколько священников причастили народ, стоящий в храме. Утро вербного воскресенья абхазские паломники встретили в Назарете, у источника Благовещения. Здесь уже шла арабская христианская служба. В гроте, прямо над источником, провели молебен. Согласно Евангелию, у этого источника архангел Гавриил сообщил Богородице о рождении Спасителя мира. Затем делегация отправилась в Кану Галилейскую. Русские и абхазские священники провели молебен в храме апостола Симона Канонита. Храм стоит на месте, где когда-то было совершено чудо претворения воды в вино. Симон Канонит является просветителем Абхазии. Согласно Евангелию, Симон Канонит взял на себя жребий Богородицы и отправился в далекую Абхазию, чтобы нести свет евангельской правды. Однако, как и все апостолы, принял мученический венец и был похоронен в земле Абхазии. Вот я бы хотела остановиться на вербном воскресенье. Оно было необычным для жителей Абхазии, потому что в руках верующих были пальмовые ветви, как это было во времена Иисуса. У нас же здесь принято держать в руках вербы. И я лично испытала ликование, радость, которая на крестном ходу. Я думаю, что вы все тоже выскажете свое мнение. В прошлом году мы также, Господь сподобил нас быть в Иерусалиме, но получилось так, что прилетели мы туда именно в вербное воскресенье. То есть как таковой день мы провели в аэропортах. А в этом году все было, конечно, по-другому, потому что мы прилетели за день раньше, и вербное воскресенье мы его уже прочувствовали. То есть непосредственно название этого праздника «Вход Господень в Иерусалим», как бы мы это совершили сами, то есть крестным ходом, с нашим батюшкой, с нашей всей группой. Это было очень радостно, очень знаменательно, и всю дорогу, пока мы шли, это достаточно длинное расстояние, можно сказать, пока заходишь в старый город, можно сказать, что ты практически не чувствуешь никакой усталости. И погода в тот день была просто чудесная, как раз праздничная, такой легкий ветерок. И мы со своими пальмами, со своими песнопениями, конечно же, на абхазском и на русском языке. И мы чувствовали праздник. Непосредственно вербное воскресенье для нас в этом году было очень праздничным. Вот этот праздник, что ни на есть, осанна вышних. Господа прославляли, Господа возвышали, а через неделю его распяли. Вот весь смысл этого праздника, вербного воскресенья. Это вход Господень в Иерусалим. Я, наверное, еще дополню о том, что крестный ход разворачивался на Масличной горе. Вот этой знаменитой Масличной горе, когда читаешь Библию, очень многие события происходили на этой горе. И когда ты идешь, и эти остановки, знаменитые остановки, где он остановился, где он прошел и так далее, все это очень сильно чувствуется на улочках Иерусалима, и в частности на улочках этой Масличной горы. Ну а мы с вами продолжаем наш разговор. Весь мир был представлен на Страстной Седмице в Иерусалиме. Повсюду звучала и слышалась речь разных народов. Французы, итальянцы, сербы, румыны. И была даже и грузинская делегация. Они очень заинтересованно, мне показалось, следили за нами. И был даже случай, когда в храме Гроба Господня они к нам подошли. И я предлагаю вспомнить я считаю, это была очень знаковая встреча, и мне бы хотелось, чтобы вы поделились этим. Ну, они, во-первых, не один раз подходили к нам, а много раз, когда понимали, откуда мы. И на вербном воскресенье, когда мы шли, у меня была сумка с абхазским флагом, и они, правда, тихо, ничего не говоря, все подходили сбоку и смотрели на сумку мою и на нас. Значит, а потом к нам подошла женщина, одна и спросила: вы, говорит, с Абхазии? Я говорю, да. А как вы сюда приехали?
Я говорю, очень просто приехали, без всяких проблем. А что, вас не останавливали там, у вас никакие проблемы не возникали на таможне там? Я говорю, нет, мы уже сколько лет ездим, говорю, сюда и нормально, ничего. И он так, ой, да, ну хорошо, всего вам хорошего, все. Ну, в общем, было очень много раз к нам подходили грузины. В основном они все очень доброжелательно к нам относились, и даже многие очень доброжелательно относились. Ну, один случай был, когда было негативное отношение, но опять-таки вот, значит, женщина одна там начала что-то выявлять, какие-то свои претензии, ну и вот ее эти друзья все сразу, значит, ее успокоили и начали даже извиняться за нее, просить прощения. Ну так, в общем, они просто были немножко удивлены, во-первых, потому что мы не первый год ездим, но именно вот так вот, с такой группой, вот так, чтобы это мы выделялись, это первый раз. Как бы нас заметили очень многие, не только грузины, и сами израильтяне, и журналисты, и вообще все народы нас заметили. Я дополню. Да, почему-то. Я хотела бы дополнить немножко то, что говорила Ангелина. Так случилось, когда начался крестный ход, наша группа немного разделилась. То есть часть группы стояла у притории, а часть группы попала в пробку, потому что там было большое количество людей. И наши ребята шли с иконой в руках. Икона ж большая, Евстафия Апсильского и Симона Канонита. И многие грузины подходили к этой иконе, прикладывались к ней, целовали ее и просили прощения, то есть как народ у народа, за то, что у нас было 20 с лишним лет назад. И мне как-то это хотелось бы отметить, потому что, ну, видимо, люди сожалеют о том, что было, не все хотели такую братоубийственную войну. И помимо грузин нас многие отметили, так как мы были все в национальных нарядах, и ребята все были в башлыках. Очень многие иностранцы подходили, спрашивали, кто вы, какой вы национальности. И еще был такой момент, когда мы шли к благодатному огню в субботу уже рано утром, мы попадали в какие-то бесконечные пробки, где нас останавливала полиция, задерживала у входов. И многие мы пели абхазские песнопения, и многие иностранцы, оборачиваясь, просили нас продолжать, не останавливаясь петь. То есть то, что мы были все в национальных одеждах, это было, мне кажется, знаково в этом году и очень отмечено было всеми. Раз мы заговорили о своих песнопениях, о том, как мы выглядели, я предлагаю посмотреть второй сюжет, который как раз вот подтверждает все, что говорила Илона. Давайте посмотрим. Абхазские паломники посетили русскую миссию Троицкого собора. Здесь была проведена литургия чистого четверга, чтение 12 апостолов, после которой люди с зажженными свечами отправились по домам. Председатель Духовно-нравственного фонда имени Симона Канонита и мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия подарил русской миссии Троицкого собора икону с изображением Симона Канонита и Евстафия Апсильского. В Великую Пятницу все паломники Иерусалима собрались у стен притории. Во времена Иисуса это было административное помещение. В подвале дома находилась тюрьма, в которой сидел Иисус в колодках. Поклонившись в пещере страданий, процессия людей медленно двинулась к Голгофе. Все христиане мира в этот день идут со своими молитвами и песнопениями. Повторяя скорбный путь Христа, люди заново осознают трагедию, происшедшую 2 тысячелетия тому назад. Абхазские паломники несли большую икону с изображениями Симона Канонита, просветителя Абхазии, и Евстафия Апсильского, святого нашей земли. Процессия была в своих национальных одеждах и пела Тресвятое на родном языке. На
На узких улочках Иерусалима молитвы на разных языках сливались в одну общую и поднимались к небесам. И вот здесь понимаешь, несмотря на то, что мы все разные, хотим мы все одного – мира, любви, дружбы, благоденствия и благополучия. Надо отметить, что абхазский флаг и песнопения вызывали живейший интерес журналистов и обычных людей. Многие фотографировали процессию и брали благословение у отца Далмата. Пройдя по старым улочкам города, процессия людей медленно приблизилась к Голгофе. Осветив абхазскую икону на лобном месте, паломники спустились в Кувуклию и осветили икону на гробе Господнем, где и закончился крестный ход. Манана Кокускир, Роберт Джопо, Иерусалим, абхазское телевидение. Ну вот мы как будто еще раз побывали на улочках Иерусалима. Есть какие-то вот свои эмоции? Данный репортаж начался с Великого Четверга, когда была служба 12 Евангелиев. Хочу отметить, что вот мы уже несколько раз, посещая Иерусалим, приходим на эту службу именно в данный храм. Греческие службы, они очень красивые, очень проникновенные, но русская служба, ну, она как родная. Мы ее, во-первых, понимаем. И данная служба, она очень тяжелая по смысловому содержанию своему. И не скажу, что я первый, второй, может быть, даже третий год понимаю чисто с религиозной, да, с канонической стороны, может быть, каждое слово, но на духовном уровне, могу сказать, вот по опыту прошлого года и в этом году, но это не передать, это нужно посетить. И, наверное, то, что канонически там вот произносят, все это как бы выливается в душу, в твое душевное состояние. И следующий день, Великая Пятница, проходя вот этот скорбный путь, которым прошел Господь, на самом деле сопереживаешь и соучаствуешь. Ты как будто бы во времени переселяешься или же просто сопереживаешь вот всем тем событиям, которые произошли более чем 2000 лет назад. Но это очень тяжело идти этим путем, и просто задумываешься над многим в этой жизни и понимаешь, вот ради чего мы живем, цель нашего бытия, нашего существования. Вот как вы отметили, все мы хотим в итоге мира, любви, добра, благоденствия. Мы все этого хотим, но, наверное, в течение всей жизни порой оступаемся, да, и так далее. Многое происходит с каждым из нас. Дай Бог, чтобы мы не в конце жизни понимали, что мы все этого хотим, а в течение всей жизни. Вот наступил сегодняшний день, Господь нам его даровал, ну вот будем стараться, надо стараться каждому дожить. То есть цель своего бытия надо приближать к исполнению заповедей. И вот лично я вот постоянно стараюсь вспоминать вот весь этот путь. Это очень тяжелый путь, нам его не понять на самом деле, нам он не по плечам, он был по плечам только Господу, но у каждого свой жизненный крест, и стараться его пронести так, чтобы Господь не чувствовал, что его каждый день, каждую секунду распинают и сегодня, каждый из нас. Спасибо. Я бы хотела еще добавить, обратить ваше внимание, что в этом сюжете все-таки был эпизод с освящением иконы. Она была освящена на таких местах, на Голгофе, в храме гроба Господня. И эта икона сейчас находится в Сухумском кафедральном соборе, и к ней можно прийти, помолиться, прикоснуться к святыне. То есть я хочу вот отметить, что это впервые в Абхазии у нас освященная в Иерусалиме икона. Ну, крестный путь, который мы прошли, конечно же, очень тяжело проходить вот эти все остановки, на которых Господь шел, нес свой крест, потом помогали ему нести этот крест.
Очень трогательно вот эта 4-я остановка, на которой Божья Матерь встретилась с ним, попрощалась и потеряла сознание. И он шел дальше. И вот так вот все 14 остановок, и потом Голгофа. Когда вот видишь вот эти все места, нам показывали именно то место, где стояла Божья Матерь, когда распинали ее сына. И вот ты понимаешь, что именно стоишь ты на этом месте, там стоит эта беседка. Это, конечно, очень трогает, и начинаешь представлять то, что вся эта картина открывается перед тобой. И сопереживаешь, безусловно. Ну, это просто нужно присутствовать там, чтобы понять и прочувствовать все то, что происходило с нами, когда мы шли в этот путь, понимая, что этот тяжелый путь прошел сам Господь, который пострадал за нас, безвинный, без грехов, взял наши грехи на себя. И, конечно же, нам всем нужно над этим думать и менять свое отношение, исправляться, жить более правильной жизнью, задумываться над тем, как мы друг к другу относимся, чтобы мы друг друга не обижали, не осуждали, и больше следить за собой, за своими поступками. С нами в гостинице жили паломники из других стран. В частности, наша группа подружилась с сербами. Мы даже обменялись сувенирами, подарили сербским ребятам абхазские башлыки. На улицах всегда узнавали друг друга, здоровались. Но мне лично, я думаю, да и вам тоже, очень понравилось их пение и удивительные молитвы. У нас есть такая возможность снова послушать пение сербов. Покажите, пожалуйста. Udate se jagoda, udate se draga dušo, udate se živka sirinička, manu udate se živka sirinička. Kato čuo jagoda, kato čuo draga dušo, kato čuo, Mika prizrelnija, man kato čuo, Mika prizrelnija. Cipnu Mika jagoda, cipnu Mika draga dušo, cipnu Mika, kaj da se pomami, aman cipnu Mika, kaj da se pomami. Pa otide jagoda, pa otide draga dušo, pa otide prečivkina vrata, aman pa otide prečivkina vrata. Zašto živke jagoda, zašto živke draga dušo, zašto živke ti mene prevari, aman zašto živke ti mene prevari. Ne sam niko jagoda, ne sam niko draga dušo, ne sam niko, ja tebe varala, ma ne sam niko, ja tebe varala. Mene dali jagoda, mene dali draga dušo, mene dali, ne su me pitali, ama mene dali, ne su me pitali. Меня поразило то, что они очень веруют, и в основном это молодежь, и практически все ребята, которые там были, они все учатся в духовных семинариях, и очень мы сдружились, очень девочки уже не первый раз ездят, вот Алина расскажет нам, как они дружат, то есть они очень искренние. На самом деле у нас еще так сложилось, что, мне кажется, проблема у нас в Абхазии и у них в Косово,
как-то можно между нами провести параллель. У них тоже есть определенные проблемы в политическом плане, и мне кажется, вот где-то в этом мы соприкасаемся. Мы вот с прошлого года, как у нас контактами обменялись, мы дружим, мы в прошлом году приезжали в Черногорию, в Сербию, и они нас встречали, просто их гостеприимство ничем не уступает кавказскому гостеприимству. Они очень схожи с нами по темпераменту. Они очень веселые, они так же, как и мы, любят петь. Но в то же время, что вот, я не знаю, это только в Иерусалиме так ощущается, или я думаю, что они такие есть на самом деле. Нет никаких, как вам сказать, вот на них нет никаких фантиков сверху. Вот они такие, какие они есть. Вот если они к тебе с душой, то, значит, они будут с тобой общаться и дружить. И вот все, что они думают, то они и говорят. Никаких, как говорится, подводных течений, подводных камней. Очень добрые, очень отзывчивые. И вот Илона правильно сказала по поводу Косово, то, что у них это очень большая трагедия для их нации вообще. И мы были очень крайне удивлены, когда мы в прошлом году впервые на крестном ходе услышали, что они поют песню на крестном ходе про Косово. Мы так как-то призадумались, придя уже в гостиницу, мы стали их расспрашивать, при чем здесь крестный ход, нужно петь церковные песнопения, при чем здесь Косово. Они сказали, как это так, где нам еще просить у Господа и молиться о том, чтобы наша исконно, наша истинная земля вернулась вновь к нам, и они за это молятся искренне и переживают. И поэтому то, что было с нами, вот наша война, они нам тоже очень сопереживают. И мы их пригласили к нам, будем надеяться, что, может быть, в этом году даже они к нам приедут. Но, в общем, очень душевный, теплый народ, который мы очень любим. Итак, мы продолжаем. Наша паломническая группа была свидетелем чина освящения воды в реке Иордан. Чин освящения проводил греческий епископ Исихий, а затем весь народ повалил в речку омываться. И я помню, какая эйфория охватила не только нас, но и всех, кто побывал на берегу Иордана. Мы попросим нашего режиссера показать этот сюжет, чтобы вспомнить и потом обменяться впечатлениями. Паломники из Абхазии продолжают посещать святые места Израиля и Палестины. Сегодня они побывали в Иудейской пустыне. Дорога впечатлила своими пейзажами. Монастырские постройки святого Георгия с древними храмами, часовнями и садами VI века висят, как ласточкины гнезда, на почти отвесных скалах. В них по-прежнему проживают несколько греческих монахов. Монастырь возник в IV веке, когда 5 сирийских монахов поселились у пещеры, в которой святой пророк Илия скрывался 4 года, а вороны приносили ему еду. Наиболее ярко монастырь расцвел в VII веке при настоятеле Георгии Хазевите, имя которого он носит. Верующие поклонились мощам Иоанна Румынского и прослушали молебен в пещере Ильи Пророка. И сказал Илья: не я смущаю Израиля, а ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, идите вслед волам. Теперь прошли и собери ко мне всего Израиля на гору. Затем на берегу реки Иордан при большом стечении народа греческий митрополит Исихий произвел чин освящения воды. Святой Дух здесь символизировал белый голубь. Абхазский иерей отец Далмат прочел Евангелие, и вся группа окунулась в воды Иордана. Затем паломники посетили монастырь святого Герасима Иорданского. Он был главой обители и утвердил строгие правила аскетизма.
В этот день еще одно место посетили абхазские верующие – храм дерева Закхея. Этот библейский персонаж упоминается в Новом Завете. Сборщик налогов Закхей залез на дерево, чтобы лучше увидеть проходящего мимо Иисуса, и был удостоен принимать Господа в своем доме. Еще один молебен отслужили сегодня верующие из Абхазии в храме, посвященном святому Зосиме, духовнику Марии Египетской. Такой насыщенной оказалась программа Великого Вторника. Манана Кокускир, Роберт Джопо, Палестинская автономия, Абхазское телевидение. Итак, Иордан. Мне многие говорили, ну что, купайтесь там в грязной воде. Я бы хотела, чтобы вы высказались, ведь это место, где Иисус как бы впервые показал, что Он Сын Бога Живого. И произошло это чудо схождения Святаго Духа и так далее. Вот расскажите, пожалуйста. Я хотела бы отметить до того, как мы дойдем до Иордана, я хотела отметить, вот когда мы были в храме у пророка Илии, с нами был отец Далмат, и он так искренне радовался, он здесь служит в Дранском храме, и этот храм тоже назван именем пророка Илии. Он искренне радовался, там он служил службу на абхазском языке, песнопения были на абхазском языке, то есть меня это очень впечатлило. И потом мы, конечно, немного устали, но постепенно мы переместились на реку Иордан. Там мы приехали как раз тогда, когда начался чин освящения воды, и эти голуби белые, летающие, нас очень впечатлили. Потом еще хотелось бы мне отметить, мы всей толпой, как маленькие дети, окунулись в эту реку. Отец Далмат всех окунал, стоя в воде. И с нами был маленький ангел Адам, сын нашей подруги, и отец Далмат его крестил при рождении, и тут он же его снова получилось его второе крещение, то есть это нас всех очень впечатлило, и на Иордане были какие-то непередаваемые ощущения. Во-первых, было очень жарко, и мы не хотели выходить из этой воды, почти минут 40 там сидели, нас уже хотели выгонять оттуда. Я бы даже отметила какое-то, знаете, ликование, какая-то радость. Вот, знаете, вот сидя в воде, да, мы все пели там. Знаете, я еще хочу вот сказать, вот очень часто говорят, вот мы просим в молитвах, Господи, дай благодати, да? Благодать, что такое благодать? Это радость, которая переполняет всего тебя, и хочется это с кем-то поделиться. Вот мне кажется, что в этот день на Иордане вот на нас, на всех напала это. Снизошла эта благодать. Анжела, дополни, пожалуйста. Ну, я не знаю, что еще сказать. Я просто это все переживаю, смотря вот это все. Вот я уже 3-й раз, меня Господь сподобил быть. Но вот как в этом году было вот, ну, какие-то чувства совершенно вот другие. Ну, хотя и те года были, конечно, свое имели. Но вот именно вот это купание в Иордане, вот в этот раз, да, вот было какое-то, даже на нас все обращали внимание, другие, как мы все вместе сплоченно были там, вот и пели, и, в общем, и радовались, и веселились, и не хотели, правда, выходить оттуда. Мы были все в очень хорошем настроении, но мы тоже бывали там, купались, но отец Далмат нас прям всех так окунал, все было так здорово. На самом деле мы весь день говорили о Иордане, о этой воде, как мы там провели, какую благодать мы там получили. Все было очень. Это надо самому почувствовать, испытать, да, это пережить надо, чтобы эти все эмоции не передашь так словами, что мы там испытывали. Вот я еще хочу сказать, меня, конечно, тоже спрашивали, в каком болоте мы купались. Об этом все говорят. Это, конечно, кто не знает, тот отдыхает. Но меня спрашивают, почему ты столько раз ездишь туда, поезжай куда-нибудь еще в другое место. Просто это настолько тянет, что это только надо почувствовать. Но, может, это не все чувствуют. И когда вот... Да, это есть такое, когда я как-то рассказывала вот своей подруге, она говорит, ты не удивляйся, это, говорит, есть такое понятие иерусалимский синдром, потому что один раз там побывать, тебя тянет постоянно уже туда, опять испытать вот эти ощущения, да. Что я вот за 3 года, я лишь 1-й раз окунулась в Иордане, да.
Вот у меня было ощущение, вот, крестят людей вот во взрослом возрасте, я сама во взрослом возрасте покрестилась. Честно говоря, не помню никаких ощущений, которые у меня тогда были, видимо, ничего не было. Но вот в этот день, в день погружения в Иордан, когда меня отец Далмат туда погрузил, потому что при том, что было очень жарко, я не могла зайти. Вот мне было тяжело. Вода была, не потому что вода была холодная, не могла зайти, не знаю, не могла переступить барьер, вообще тяжело окунаясь в источниках. Вот я почувствовала прям вот крещение, я прошла крещение. И вот, как Илона отметила, нас впечатлило всех, голуби, которые олицетворяют Святого Духа. И вот, что меня более всего впечатлило, это то, что один из голубей прям приземлился на нашего Адамчика. Из всех людей, там было огромное количество людей, вот он сел прямо на его головку. То есть, на самом деле, там происходят вот такие вот, они, может быть, не столь значимые на первый взгляд, но вот такие вот чудеса, на которые здесь, в суетливой, в своей обыденной жизни, мы не обращаем внимания. А там это все как на ладони. По вере вашей будет вам. Есть какие-то? Да, пожалуйста. Как вот я себя почувствовала в самом деле вот новорожденной. Это какое-то ощущение, когда вот у тебя ты безгрешный, совершенно как сам Господь, вот он истинно же там крестился, безгрешный, крестился, который, не требовал, ему не требовалось очищения, потому что он был чист сам, но его крестил Иоанн Креститель. И вот как-то вот именно в какое-то мгновение я почувствовала себя новорожденной. Омылись все грехи. Да. Дина. Сахрухопшва убрия момента зыхана Йордан ханзала убрия арас хасхадрштит шашуп схашцозги схаштит дарас руклоша убрия ара гвиз харасауит янхит субстазара анги яйва виннаса басхан хайт хазахаз яйвастан хатша рзета хаш сахзазум Ула ямбакона яша зыхана дари бузерхагуб дара нсабришиш хазибша грехи смивали. Уи грех змамыз псто дунейку ажгида азм агрех бабс змохи гезгиха амаха нустуса хабстазара ана азгавчи табуб харас харстахуб хайкшаре хат ялагзина схасхадшти шашукс схацус. Во время поездки с нами произошло еще одно очень важное событие. Нас принял Иерусалимский патриарх Феофил III. Мы готовились к этому мероприятию. Мне показалось, вошли очень организованно. Была как одна такая сплоченная группа людей. И вот давайте мы вспомним, как это было, и потом обменяемся впечатлениями. Сегодня в 9 часов утра при большом стечении народа во внутреннем дворике храма Гроба Господня Иерусалимский патриарх Феофил III провел чин омовения ног духовенству, по примеру Иисуса, который умыл ноги апостолам, показывая глубочайшее смирение. Кто хочет быть больше, тот будь всем слуга, учит Господь. Патриарх в лице главы православной церкви умыл ноги священникам, архимандритам, иеромонахам и показал, как должны исполнять евангельские заповеди обычные христиане. В полдень паломникам из Абхазии была назначена встреча с Иерусалимским патриархом. Вся группа прошла по улочкам старого города, вызывая интерес паломников Иерусалима своими национальными костюмами. В патриарших покоях стояли делегации из многих стран мира. Группу абхазских паломников представил председатель Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Канонита и священномученика Евстафия Псильского Рауф Харазия. После нашей встречи многих людей вдохновило, и вот сумели такой группой организоваться и приехать на Святую Землю. С вашего позволения
хотел бы преподнести вам памятный подарок. Патриарху была вручена икона Симона Канонита и Евстафия Апсильского, написанная специально для этого случая. Надпись на иконе звучит так: «Иерусалимскому патриарху от христолюбивых абазгов». Депутат парламента Республики Абхазия Саид Харазия рассказал историю абхазского христианства и вручил патриарху медаль с изображением храма Симона Канонита. Мы видим, что благодаря православной вере наш народ возрождается. Мы молимся, чтобы решился вопрос канонической иерархии православной Абхазской церкви. Мы молимся Господу. И чтобы на берегах Черного моря возжегся огонь православной веры. И мы в будущем, если будет Богу угодно, с предстоятелем церкви Абхазии вознесли благоухающие молитвы пред престолом Божиим. Иерусалимский патриарх Феофил III сказал, что город Иерусалим собирает и объединяет всех православных христиан мира. Я очень рад, что вы здесь. But at the same time, we as official churches, we have this moral responsibility у нас есть моральная ответственность to keep the unity and the order держать единство и порядок of the Orthodox Church. Православных церквей. And of course, there are many problems that all problems can be solved. Конечно же, все проблемы могут быть решены with goodwill, с хорошим and of course with patience, с терпением и желанием. And we are all the time here praying. Our mission here is just to bear witness to our crucified and risen Lord Jesus Christ. И наша цель здесь, наша миссия Иерусалимской церкви, это нести через себя мир и нести через себя свидетельство о распятом Иисусе Христе. Затем патриарх благословил представителя абхазского духовенства отца Далмата и подарил ему нагрудной крест. Абхазский священник, в свою очередь, подарил патриарху памятные медали с изображениями абхазских храмов. Иерусалимский патриарх Феофил III благословил паломников из Абхазии и каждому подарил иконы и фото с изображением гроба Господня. И в конце встречи группа паломников сфотографировалась с патриархом на память. Манана Кокоски, Роберт Джопуа, Иерусалим, абхазское телевидение. Ну вот, мы просмотрели и снова вспомнили те немножко волнительные моменты нашей встречи. Очень волнительные, я бы хотела сказать. Лично я очень нервничала, все-таки не каждый раз попадаешь на встречу с патриархом, и вся наша группа очень волновалась и думала, как же он отреагирует, как же он нас примет, потому что он после чина омовения ног, он сидит в большом зале, к нему приходит множество паломников, все берут у него благословение, и он всем дарит какие-то памятные подарки. А у нас была отдельная встреча, то есть он отдельно выделил нам свое время и принял нас совершенно, ну, как мне кажется, это вот просто, видимо, Богу было так угодно, что вот всех нас так принять и отметить, что Он знает о нашей маленькой земле, о нашем народе. Очень была волнительная встреча, но мы все остались очень довольны ею и радостно выходили от него с его благословением. Девочки, думаю, тоже дополнят меня. Вначале, когда, мы уже уселись, и очень было волнительно, очень было страшно, когда он спросил, вы в составе Грузии, ваша церковь? И мы замерли все, я думаю, все замерли. И потом вот ребята встали, вот Ливан, в частности, по-английски объяснил им, что была война, что это невозможное нахождение вместе. Ну, как-то он понял, патриарх, я думаю, потом как-то он так, тем не менее, я очень рад видеть вас здесь, на Святой Земле, когда он сказал, все вздохнули свободно, легко, и как-то
он же патриарх, он вырулил эту ситуацию, и мы остались довольны очень. Я его вот в третий раз вижу, сам он такой умилительный, такой вот весь какой-то такой, мне кажется, смиренный, такой, настоящий патриарх. Меня тронуло также в патриархе чин омовения ног. Я близко находилась и видела все, что происходило. Он настолько с такой благодатью подходил каждому из 12 священников, 12 церквей, и омывал ноги каждому. И чувствовалось в нем то, что он такой смиренный при всей его высокопоставленному чину, его патриарх Иерусалимский. Очень тронул именно этот момент меня. Ну и, конечно же, на самом приеме тоже очень хорошо прочувствовалось его. Он очень многих принимал до нас, он был уже уставший довольно-таки, и мы вообще переживали, что нас не примут. И когда мы зашли, было видно на его лице, что он с радостью нас принимает, и не было у него никакой усталости. То есть Господь дает ему силы всем людям уделять внимание и говорить нужные слова. Ну и, наконец, пришла Великая Суббота. День схождения благодатного огня. Цель нашей поездки. В силу того, что мы проживали на территории старого города, недалеко от храма гроба Господня, нам повезло, и мы почти все, 50 человек, попали на эту благодатную церемонию схождения огня. Но это, кстати, удивительно, потому что в прошлый раз только 2-3 человек попадало, а сейчас вот мы попали все. И я хочу сказать, что у нас были, конечно, пропуска, и с нами была самая главная милость Бога. Люди ждут огонь обычно с благоговением и надеждой. Ведь существует предание, согласно которому перед самым концом света Господь огня не даст. Поэтому все в храме с трепетом ждали, молились про себя и были просто счастливы, когда огонь появился. Вот что скажете об этом? Ну, о благодатном огне, конечно, очень много хочется сказать, потому что эмоции переполняют. Я впервые попала на благодатный огонь, и девочки так меня, честно говоря, немножко напугали, сказали, что обычно полиция приходит в 4 или в 5 утра, и всех выгоняют в Заявские ворота. Ну, у некоторых из нашей группы были пропускные билеты, браслеты в виде браслетов, чтобы пройти туда, а у нас не было, соответственно, и мы все тихо, спокойно сидели и думали, что сейчас придут и выгонят нас из гостиницы, но в этом году, слава Богу, нас никто не выгнал, никто не пришел, хотя мы ждали с утра одеты, ночь была очень беспокойная. Мы оделись в свои национальные костюмы, тихо, спокойно вышли, нас никто даже не тронул, знаете, как будто бы двери перед нами везде вот так раскрывались, мы шли, пели, и действительно, правда, вообще нигде не встряли, нигде нас никто не затолкал. Стелла переживала очень, что ей воздуха не будет хватать, потому что там реально была очень большая толпа, там невозможно было стоять. Ребята нас проинструктировали, где правильнее встать, чтобы нас никто не задавил. Но с Божьей милостью мы встали в таком месте, где все было видно, где была видна часть Кувуклии, и мы спокойно стояли, спокойно дышали и ждали, когда сойдет благодатный огонь. Это действительно великая Божья милость, что мы все туда, всей группой попали. Честно говоря, я не уверена была, что туда попаду. И эмоции, уже находясь там, эмоции переполняют. То есть ты не ощущаешь времени вообще, хотя мы стояли там очень долго. Мы попали в храм, по-моему, где-то в начале 11-го, а благодатный огонь сошел в половине 3-го. То есть вот это все время мы стояли, и мы не ощущали ни усталости, ни времени, что оно долго идет. Все его ждали с таким благоговением. Меня поразили очень эти шумные арабы, которые танцевали, кричали, били в барабаны. Ну, эмоций было много очень. Вот девочки тоже еще. Давайте мы все-таки посмотрим этот сюжет, чтобы напомнить нашим телезрителям, как это происходило, а потом еще свои впечатления выскажем. Пожалуйста, покажите нам сюжет.
Великая суббота знаменовалась теплым солнечным днем, однако с утра дорожки старого города были пустынны, люди стояли за стенами. Абхазские паломники вместе с другими попали в храм гроба Господня к 10 часам утра. Храм постепенно заполнялся людьми, повсюду звучала разная речь. К 12 часам в дверях храма показались арабские христиане. Они очень эмоционально и своеобразно молились Богу и пританцовывали. Послышались пасхальные возгласы «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!» на всех языках мира. Затем появился иерусалимский патриарх Феофил III. Его стали переодевать, готовить к принятию огня. Вскоре потушили свет, и храм погрузился во мрак. Наступила тишина внутренней молитвы, которая, однако, совсем быстро была нарушена счастливым возгласом народа. Господь и на этот раз проявил милость к людям, дал им благодатный огонь. Верующие стали зажигать свечи, произносить благодарственные молитвы и поздравлять друг друга. Когда огонь достиг абхазских паломников, отец Далмат свечами зажег 2 лампады, предназначенные для жителей Абхазии. Лампады с благодатным огнем везут сегодня на самолете представители Духовно-нравственного фонда имени Симона Канонита и Евстафия Псильского, Рауф Харази и Ливан Адлиева. Поблагодарив Бога за все, абхазские паломники вышли из стен храма. Сегодня Господь Бог нас сподобил находиться в Великую субботу на скорблении благодатного огня. С Божьей помощью сейчас, взяв светлую благодать, мы выезжаем в Абхазию. Толпа народа медленной рекой вытекла из храма гроба Господня на улочки Иерусалима. Праздник будет продолжаться целый день. Много стран подготовили демонстрационные флешмобы и проводят их в стенах старого города. Манана Кукуски, Роберт Джопо, Иерусалим, Абхазское телевидение. Еще раз почувствовали эту атмосферу благодатного огня. Алина, слушаем тебя. Для начала я хочу вообще для тех, кто ни разу не бывал в Иерусалиме и вообще в Великую Субботу, чтобы они понимали вообще, как это все происходит. То есть нет такого понятия, если ты находишься в Иерусалиме, то ты тихо, спокойно идешь, встречаешь благодатный огонь. Всех людей, которые проживаешь, ты в гостинице не проживаешь, всех людей, находящихся в старом городе, выгоняют за пределы Явских ворот. То есть туда попадают только делегации, только официальные какие-то лица и люди, которые с Божьей помощью по молитвам, которых пропустит полиция. Просто вот в сравнении с прошлым годом, я могу вот сравнивать прошлый и этот год. В прошлом году просто в 6 утра мы, можно сказать, еще спали, мы не ожидали такого. К нам пришла полиция утром, просто в прямом смысле выламывать двери, выгонять всех просто на улицу, потому что, храм гроба Господня, он не безразмерный, и всех желающих, соответственно, он принять не может, как бы мы этого не хотели. Нас всех выгнали, в прошлом году мы на благодатный огонь не попали. Все говорили, мы плохо молились, надо было молиться. Я, если честно сказать, я этого не понимала. Я там нахожусь, я должна туда попасть. В этом году, что такое помолиться и попасть на благодатный огонь, слава тебе, Господи, я поняла. Мы находились в гостинице, ждали, вот Илона вкратце рассказала, но просто это было настолько вот знаменательно, что я просто не могу это не сказать. Мы ждали все, 5 утра, 6 утра, 7 утра, 8 утра, полиция когда все не идет. Когда же придет полиция? Да. Это была самая волнительная ночь, в которую никто не спал. И я вам скажу, что в 8-9 утра, когда мы уже поняли, что на самом деле вроде бы никто не придет, но в этом году просто случилось по-другому. Полиция сказала, если вы будете сидеть в своих гостиницах, мы вас не выгоним за пределы, сидите тихо там. Но
на улицу тоже не выходите. Но как бы мы начали молиться, мы поняли, что практически вся наша группа уже ушла, мы остались небольшой кучкой, там нас было 5-6 человек, вот практически вот мы все, которые здесь сидим, и сербы наши, полная гостиница, и вдруг произошло чудо, я вам просто передать не могу, поднимается один из сербских там ребят и говорит, что полиция сказала, если вы будете тихо по 5 человек выходить из гостиницы, мы вас пропустим. Мы выходим, просто там несколько кордонов до храма, я вам не могу передать. Мы начали просто 3 святое на абхазском, мы поем это, там давка, женщину просто, я не знаю, на нее нападение, она кричит, ее не могут пропустить, мы начинаем петь, вот если, я не знаю, как это объяснить, если это не чудо, начинают нас пропускать, толпа это начинает двигаться, и до нас просто ни один человек не дотрагивается. Мы проходим спокойно. Рядом с нами англичане. Sing, пойте, не останавливайтесь, пойте, пожалуйста. Все просили, чтобы мы пели дальше. Абхазия, пойте. И мы вот таким вот образом, буквально за 20 минут, за полчаса мы попали в храм гроба Господня. Ну, повторять не буду, то, что Илона сказала, время ты не ощущаешь, как оно быстро проходит. И все меня спрашивают, ну как, прям огонь зажегся, прям что там случилось, кто его зажег, как его подожгли, с какой лампады, сколько точно патриарх зажигалок, со спичками зашел? Сколько зажигалок держал патриарх. Я вам хочу сказать, что рядом с нами было много людей, я видела людей, которые были очень скептически настроены, и они ждали и смотрели какого-то, как вам сказать, что сейчас что-то произойдет, что они обличат, вот, что на самом деле это не чудо Господне происходит. Но они теряли просто свое драгоценное время, потому что если бы они как бы смотрели, вот, допустим, на купол храма, то очень многие видели вот эти вот огненные шары, которые спускались, вот просто спускались вот с воздуха, вспышки, как будто вот электричество на, вот по всему периметру, и когда этот огонь сошел, это просто такая вот великая радость, единение, и все те, которые ждали, что какой-то обман произойдет, и те, которые просто молились, и те, которые вообще просто сидели и ждали, те, которые спали, все стали единым целым и радовались просто, ну, не передать как. За секунду храм загорелся, просто за одну секунду мы с Алиной чуть-чуть на возвышенности стояли, и было такое, ощущение, что все, сейчас все загорится. Это было такое зрелище, эти арабы как сумасшедшие неслись с этим огнем. Там получилось еще так, что мы же разными группами заходили в храм. Часть нашей группы стояла внутри храма, то есть это все общий храм, но они у алтаря стояли, да, между нами была между нами была стена. То есть когда огонь сошел, вы вышли из храма, и мы все вместе воссоединились в одну группу. То есть это правда было, ну, я не знаю, это стечение обстоятельств или это Божья благодать, но это было чудо. Да. Ну вот, которые девочки отметили, повторяться я не буду, но хочу отметить, что нам вот есть чем сравнить, потому что мы предыдущие 2 года на самом деле не могли попасть и видели вот это вот довольно-таки неприятное отношение израильской полиции к людям. Всех выгоняют, и ты стоишь там, кто с 5, кто с 6 утра в ожидании чуда, и, конечно, ну, может быть, не каждый из нас даже справлялся с теми испытаниями, которые в этот день посылались. В этом же году Господь сподобил, кто-то ждал в гостинице, кто-то ушел раньше искать путь, как пройти к огню, вернее, в храм гроба Господня. И вот я с одной нашей подругой Эсмой, мы прошли в храм, мы были около Кувукли и имели возможность наблюдать, как прошли все 3 крестных хода вокруг Кувукли, как присоединился армянский священник или патриарх, кто он по чину, и впоследствии в ожидании огня, как произошло вот это единение душ, всех душ, которые присутствуют в этом храме. На самом деле, вот я ощутила за все свои годы первый раз в жизни тот праздник, который мы справляем, в принципе, с детства, да. Вот суть этого праздника, вот это вот душевное ликование, радость, оно мною было ощутимо только раз в жизни, это вот в этом году, когда сошел благодатный огонь, и я на нем присутствовала.
Честно говоря, даже вот в предыдущие года я не попадала. Было жалко, что я не попала, но я, по всей видимости, не совсем понимала, куда я должна была попасть. Вот в этом году я все поняла. Это непередаваемо. Это нужно прочувствовать. И прочувствовать не как туристу, прибывшему туда, но я думаю, обычный турист туда и не попадет, а вот именно как паломнику. Свои ощущения, вот я просто это, если можно рассказать словами, я не знаю, это, наверное, когда вот отступает все житейское, все твои проблемы, все твои скорби и болезни. Вот у меня большая скорбь, казалось бы, это самая большая скорбь всей моей жизни. Вот это, я не поняла, куда это все исчезло. И вот наступает вот трепет и благоговение, и как будто бы вот словно с воскресением Господа воскресает и твоя собственная душа, и слезы льются непрестанно, непроизвольно, и вот ты понимаешь, что вот это и есть плач по Бозе, когда вот ты плачешь не от какой-то жуткой боли, или обиды, или жалости к себе, и вот ты плачешь о Господе, о грехах своих плачешь. И вот ты понимаешь, что как ты мал и ничтожен вот в этой жизни без Него. И наступает вот чувство благодарения, чувство любви, вот хочешь обнять весь мир. И вот это наступает вот наивысшая точка, наверное, душа достигает наивысшей точки очищения. Вот что называется катарсис, вот как древние греки называют это чувство, наивысшее очищение. Вот. И вот эта вот точка, вот это весь смысл, вот, наверное, нашего жития на этой земле. Ну, как бы вот после покаяния такого глубокого и наступает такое, вот как чист предстаешь пред Господом, вот такое ощущение, вот я испытала именно впервые, вот это просто не уста говорят, а вот сердцем прочувствовала, что вот это в самом деле, вот как бывает это вот быть, что значит быть чистым. Я, например, впервые на схождение благодатного огня, я могу сказать, что нам с Илоной очень повезло. Да, мы впервые на схождении, и с первого же раза мы попали. Значит, даже был момент тогда, когда мы стояли сзади девочек, у которых были браслеты проходные. Мы на самом деле не взяли, побоялись давки и тому подобное. Но мы сказали, если Господом Богу угодно попасть туда, мы попадем туда. И мы стояли сзади них, значит, полиция открывает, значит, гостиницу, и мы как-то в углу пропустят нас, и даже сами позвали нас, мол, проходите, мы так с Божьей помощью прошли, и на самом деле без давки, без ничего, и что самое интересное, мы всей группой попали в одно место, что мы все вместе, значит, стояли, и на самом деле что испытываешь эти ощущения, вот стоя там, это просто надо самому видеть, насхождение. Вот я бы тоже хотела бы рассказать, Алина здесь как-то упомянула сила абхазской молитвы. Вот если говорить честно, я не думала и не хотела попасть в храм. Объясню, почему. Я очень боюсь людской толпы. И у меня такой задачи, я знала, что я не пойду туда, потому что мне будет плохо. И вот когда мы все-таки спустились, первые 5 человек, и мне сказали, как ты попала в Иерусалим, ты не попадешь в храм, я взяла себя в руки. Отец Далмат сказал так: пойте Тресвятое на абхазском языке, держитесь друг за друга, и все будет хорошо. И что я увидела? Да, отец Далмат шел впереди, я схватила его за рясу, за меня тоже кто-то держался. Вот таким гуськом мы влились в людскую толпу, и когда стали читать Тресвятое Ацке Анша, Ацке Зунчду, Ацке Псраскум, Харуцха Шахара, вот хотите верьте, хотите нет, но произошло самое настоящее чудо. От нас вся толпа на полметра отхлынула, и мы как-то вот такой ладьей стали плыть по этой людской речке и вплыли в храм, и ни разу за весь путь к нам не прикоснулась. Я вот шла и говорила, каким надо быть атеистом, чтобы отрицать Бога. Когда вот тут явное благоволение к нам, поющим, и нас никто не тронул, и мы вошли, и все вошли, и получили огонь. Знаете, вот тут, как говорится,
не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что милость Бога, она была с нами. Да, однозначно она с нами была. Алина уже сказала, нас многие просили, иностранцы просили. То есть вот мы пели, и как будто бы все прекращалось. То есть полиция прекращала давить людей, они открывали эти ворота, нас пропускали. И когда мы прекращали петь, ну, какое-то время, чтобы передохнуть, отвлекались, да, люди нас реально просили, сзади кто-то кричал, дергали, за башлык, пожалуйста, пойте. То есть на разных языках, это было англичане, французы, там было много наций. Да. И все просили, чтобы мы пели, потому что когда мы начинали петь, действительно полиция как будто бы становилась самой доброй и начинала пропускать людей. То есть это был факт, это нельзя отрицать. Ну вот сила молитвы на абхазском языке, вот вам пример. Мы же подготовили разные песнопения на абхазском языке, но именно вот Три Святое мы поняли, что и надо петь только вот его. И вот я хочу сказать, что почему мы говорим столько о благодатном огне, именно потому что это главное событие вообще года. И многие, конечно, тяжело это поверить, это даже находясь там. Но у Иисуса Христа было 12 апостолов, и один из апостолов, Иуда Искариот, который его предал, он видел все чудеса, которые творил Иисус Христос. И тем не менее он его предал, так что это дело не в том, можно увидеть даже своими глазами и все равно находить какие-то, значит, подвохи. Да. Это просто не передать, это надо побывать на этой земле и посмотреть, что сказать. Мы еще вот только приехали, и опять вся группа рвемся опять поехать туда. Ну, наверное, в августе мы опять поедем на Преображение. Подводя итоги нашей беседы, хочу поблагодарить всех участников поездки на Святую Землю. Важно, наверное, то, что в общей молитве всех народов мира стал слышен и голос народа Абхазии. До свидания. Пусть вместе с этим благодатным огнем в наши сердца проникнет милость Бога, в наши дома придет благоденствие и благополучие. До свидания.